Добрый вечер всем тем, кто смотрит свой телевизор именно в это самое время, хотя бы только потому, что на ваши экраны выходит программа «Самое время». Я Дмитрий Фытов, и эти 30 минут мы проведем вместе с вами. Вы, удобно расположившись в своих креслах по ту сторону экрана, ну а я беседую с нашими гостями по эту сторону экрана. Как всегда, у нас в гостях самые успешные люди, которые уже достигли вершин успеха и которые охотно делятся с вами секретами этого самого восхождения. Ну а сейчас давайте познакомимся со всем содержанием нашего сегодняшнего выпуска. Сегодня в 19:30 самое время окунуться в магию и волшебство. Что оберегало от зла наших чувашских предков, древних сувар? В программе «Самое время» на ваши вопросы ответит лидер Союза чувашской молодежи Олег Цыпленков. Как поднять себе настроение в святочные дни и увидеть будущее? Не пропустите рубрику «Культурная столица». Если гадаете, то не доверяйте свою судьбу каждому предсказателю. Поберегите психику, советует рубрика «Здорово живешь, здорово живешь» и программа «Самое время». Постановочка очень интересная, опера. Ну а мы продолжаем задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Теперь на вопросы можно отвечать более развернуто и чувствуйте себя свободно. Вы в гостях у программы «Самое время». Вы в детстве мечтали стать билетером, контролером в кинотеатре, чтобы быть поближе к миру кино. А на самом деле сейчас возглавили телерадиокомпанию. Что помешало осуществиться детской мечте о карьере контролера в кинотеатре? Да нет, я успел поработать контролером. Правда, контролером-посадчиком в парке культуры и отдыха Лакреевский лес. И когда я учился студентом, я работал охранником в кинотеатре. Вот как. Да. Значит, все-таки к миру кино вы приблизились максимально, да? Да. Очень хорошо. Что вообще снимает ваша телерадиокомпания? Ну, у нас телевидеокомпания «Суварфильм». Первоначально предполагалось открытие канала на чувашском языке. Это было предложение Спирина Вадима Алексеевича вместе с Чувашским национальным конгрессом. Но мы нашли свою нишу в рыночной экономике в том месте, что мы снимаем свадьбы, юбилеи,
торжества. Вот именно национальные свадьбы или снимаете все абсолютно? Все абсолютно свадьбы. Мы даем объявление. Уже 94 года практически я этим занимаюсь. И сложился круг моих постоянных клиентов. Солидный опыт у вас уже. Да. Понятное дело. Олег, нам известно, что вы не один раз встречались с представителями тюркских народов на Курултаях, то есть так называемых съездах. Что это такое и где это происходит? Ну, в 1992 году была создана организация Международное объединение тюркской молодежи. Мы самых первых Курултаев там участвуем. Это объединяет тюркскую молодежь всего мира. То есть не только чуваши, но и всего Да. мира. Ну, это в России это татары, башкиры, якуты, гагаузы. И все сюда приезжают, что ли? Не обязательно, каждый год в разных местах. А То где? есть Курултаи проходили Казань, Так. Уфа, Крым, Кыргызстан, А Казахстан, где-нибудь за Кипр, рубежом? Ого! Кипр, Даже туда выезжают. Турция. Ну и Чувашская республика также проходил Курултай. А сколько вообще раз у нас вот в Чувашии проходило? У нас проходил Курултай в 1999 году. Что вам вот больше всего запомнилось из этого события? Это грандиозное событие, на мой взгляд. Ну, каждый Курултай что-то себе приносит. Конечно, запомните самый первый Курултай, потому что мы как бы тогда впервые встретились, впервые познакомились друг с другом. Ну и, естественно, навсегда останется в памяти это 9-й Курултай, который проходил в Чебоксарах. Вот Союз чувашской молодежи ежегодно выезжает на территорию Татарстана для участия в языческих празднествах, если я правильно понял нашего редактора, и обрядах. Вы даже принимаете древние имена, вот чувашские древние имена. А как они звучат? Или это секрет? Нет, ну, во-первых, они не древние, это чувашские имена, они до сих пор существуют, и до сих пор люди дают имена, старые значит, чувашские имена. Даже я могу сказать, вот до сих пор Юман, Чегеспи, Агашпи, Нарспи, Пинерби, это можно часто встречать. А вот у вас какое второе имя? Ульдияр. Как? Ульдияр. А что оно означает? Есть Это перевод? означает предводитель. Предводитель. Да. Понятно, как предводитель, как... Да, но это имя не я сам выбирал. Это в 1994 году уже более старшие товарищи решили, что мне подходит такое имя. А кто вообще нарекает, Олег Михайлович? Но в основном члены Сувара, которые вступают, выбирают имя себе сами. Себе сами. Но принимают они это имя во время паломничества по историческим местам Волжской Болгарии, это не только Татарстане, конечно, около святого урочища в Алем-Гузя-Челгузе, на месте старого Керемет, где испокон веков была Керемет, и где стоит столб, поставленный нами, кстати, членами Сувара. Ясно. Ну что ж, тогда давайте вместе с нашими телезрителями посмотрим сюжет вот о том, как все это происходит. Я думаю, что всем нам всегда будет интересно узнать о наших исторических корнях. Чуваши являются четвертой по численности национальностью в России. И тем не менее некоторые бьют тревогу, полагая, что в отдаленном, но обозримом будущем чувашский язык может просто исчезнуть. Прошла перепись населения, да, Российской Федерации. Значит, вы знакомы с итогами переписи. Значит, и разные цифры были озвучены. Значит, количество чуваш сократилось, одна цифра 250 тысяч, но также была цифра, где-то промелькнула 400 тысяч. То есть где, какая война прошла? В 1992 году был образован Союз чувашской молодежи «Сувар». Организация эта относительно немногочисленная. В Чувашии и окрестных регионах в нее входит около 500 человек. Но задачи она перед собой ставит глобальные. И самое главное из них – возрождение традиций чувашского народа и сохранение языка. Не секрет, что 99% чувашской молодежи, которая, значит, рождается в Чебоксарах, становятся русскими. Они не знают свой язык. По уставу все члены Союза обязаны изучать историю чувашского народа, обряды и традиции. Ежегодно совершать паломничество по историческим местам. Таким, например, как древние города Сувар, Болгар и Беляр. И еще один пунктик устава. Каждый член Союза Сувар обязательно должен принять чувашское имя. Самые популярные – Пинерби, Ульдияр, Атил, Салдыби и, конечно же, Нарспи и Ситнер. Впрочем, Нарби и Метями суваровцы называют друг друга только в своем кругу. Это своего рода игра. Канонического обряда изменения имени тоже не существует. Сделали кружок вокруг Керемети, сказали «я теперь Ильдиер», вот, собственно, и все. Но эмоции при этом рождаются сильнейшие. Я думаю, каждый человек, который в той или иной степени был отлучен
не знал своей истории. И когда он заново как бы причащается к этому, ну, естественно, очень глубокие чувства. Их надо пережить, передать очень трудно. Олег Цыпленков, предводитель местной молодежи, в гостях у программы «Самое время». Олег, а вот вы принимаете эти имена. Нет желания, например, поменять свое собственное имя Олег на Ульдияр и заменить паспорт? Это довольно-таки трудная процедура. Значит, такие попытки были, но они у нас не увенчались успехом. Это практически невозможно. Можно имя Олег поменять на Иван, но на Павел, но на чувашское имя практически невозможно. Надо же, какие препоны ставятся. Ну, это многие могут рассказать, допустим, Раиса Сарби, как она давала чувашское имя своим детям. Значит, это, я не знаю, по каким-то причинам, всегда очень трудная процедура. Ну что ж, будем надеяться, что после этой программы будут давать самые настоящие чувашские имена. Вот говорят, что имя определяет жизнь, судьбу человека, что от этого имени зависит дальнейшее развитие жизни, данное вот при рождении. Это имя потом сопутствует всегда и определяет судьбу человека. Повторимся. А вот как влияют чувашские имена? Они тоже имеют какое-то магическое значение? Да, да. Вот, допустим, моя бабушка, Полиняца Азанне, она была очень верующий человек, ходила в церковь. Но вот так получилось, что у него было 4 ребенка, они друг за другом все умирали. Вот. Кому было год, кому 7 лет, кому 3. И вот когда уже родился сын следующий, то его назвали Юман. Это дуб. Дуб. Я даже знаю это. Да, по чувашской религии, если вот такая история есть, когда дети умирают, то надо назвать или Юман, или Арслан, лев, если это мальчик, или Чагес, если девочка. Но считается, что после этого уже Бог чувашский, да, скажем так, Кереметь, Туру будет охранять этого ребенка. Вот так и получилось. Мой дядя уже, получается, выжил. После него родился еще мой отец, Михаил. Вот вдвоем они выжили. Хорошо. Вот раньше, скажем, в определенное время чуваши были язычниками, потом часть из них приняла ислам, часть стала христианами. Вот что сулит нам возвращение к корням язычества? Мы не были язычниками. Это заблуждение, которое, значит, широко распространено. Значит, чувашская религия, она является тоже одной из мировых религий. Это, значит, мы в какой-то степени последователи зороастризма. То есть, чем отличается язычество от мировых религий? Язычество предполагает многобожие. Мировые религии, такие как христианство, зороастризм, ислам, да, иудаизм, у них Бог един. Чувашская религия тоже говорит, что Бог один. Вот. Поэтому это не есть возвращение. Чувашская религия, она не умирала никогда, она живет до сих пор. И я знаю, в Батаревском районе. Ну, не обязательно, даже если мы, допустим, мы православными считаемся, но в своей повседневной жизни чуваши, даже неосознанно мы являемся, как бы придерживаемся одновременно 2 религий. В своей повседневной жизни, обрядах, традициях мы придерживаемся канонов старой веры. Даже название Тура у нас остался прежнее, не Бог же, а Тура. То, что как имя собственное, да? Да, так и осталось Тура. А какие-нибудь заклинания древние знаете? Как-то я с этим не сталкивался, но это в детстве, когда играли, нас учили заклинаниям. Ну, чтобы не падал, чтобы это было. Понятно. Какие-то обереги вам родственники давали. Ну, не знаю, вот пригодятся лично вам сегодня эти заклинания, эти обереги. Все-таки нынче канун Старого Нового года. Но вот о том, как встречают и о традициях этого необычного праздника вам расскажет наш очередной сюжет. Знаменитое 12-дневье, или, проще говоря, святки, с Рождества до самого Крещения. Это ровно 12 дней праздника. Гуляние, карнавал и гаданье. Всеобщая радость и веселье. И даже церковь такие порывы русской души не осуждает. 40-дневный пост и удручение плоти сменяются изобильными трапезами и возлияниями. 7 до 19 января церковь отменяет пост. Кстати, в Западной Европе это время называется праздником дураков. Там так же, как и у нас, народные гуляния, буйные игры, катание на коньках и на лошадях. Кстати, на тройках с бубенцами славить ездили еще при Петре Великом, когда по Москве и Петербургу всю ночь до утра рассекали десятки саней с ряжеными, среди которых запросто мог оказаться и сам Петр. На святках вообще делали то, что считалось невозможным в обычное время. Дух разгульного веселья на святках витает в воздухе.
Хотя первые 3 дня праздников проходят чинно и степенно. Старшие ходят друг к другу в гости, умеренно выпивают и стараются держаться, возможно, солиднее и важнее. Молодежь же с трудом сдерживается, чтобы с первого же дня не пойти рядиться. Начинать же рядиться можно только на утро 3-го дня. Тогда разнаряженная молодежь большими компаниями, так называемыми табунами, в самых причудливых костюмах высыпает на улицу и начинает ходить по домам. Парни наряжались в белые длинные рубахи, вывернутые тулупы, надевали страшные маски и шумом врывались в избу пугать девушек. Выгнав ряженых, девушки заодно выгоняли и всю нечисть из дому. Ровно на год. Языческие святки сопровождались гаданиями. Цель гаданий – узнать о будущем урожае. Хотя постепенно святочные гадания превратились в обряд, а кое-где и просто в игру. Чтобы узнать о своей девичьей судьбе, можно бросать сапожок, писать имена парней из своей и из соседних деревень или просто лить воск. Характерным местом для гадания была баня. Только так в зеркале можно было увидеть своего суженого или просто соседского мальчишку, решившего за вами подсмотреть или напугать. А вот заканчиваются святки крещением. Именно в этот, чаще всего морозный день, церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В день крещения поместно в храмах, на реках, озерах совершается водосвятие. Это обряд освящения воды в Иордане, специальной проруби, сделанной в виде православного креста. В эту самую прорубь непременно попадал любой согрешивший на святке, одевавший личины или гадавший. Причем исключительно по собственной воле, дабы искупить и смыть себя накопившиеся за святочную неделю тяжкие грехи святочных игр, ряжения и маски. Олег Цыпленков, носящий, кроме этого, еще одно древнее имя, сегодня у нас в гостях. Кстати, вот до этого самого пресловутого старого Нового года осталось совсем ничего, какие-то считанные часы. Как вы будете его встречать? Ну, у меня дома гости. Приехала Уже с гости. деревни Ани. Да, значит, приехали родные, близкие. Смотрят вас сейчас, наверное, да? Наверняка, да. Хорошо. Переживает, скорее всего. Будет у вас застолье? Да, да. Понятно. А вот в былые годы вы были первым секретарем обкома, потом уже как бы рискома комсомола Чувашии, да? А значит, в общем-то, гонителем старых традиций. А сейчас вы эти традиции поддерживаете. Вот что повлияло так кардинально? Неужели перестройка? Ну, чтоб гонителем старых традиций я не помню, но, по крайней мере, мы их не знали, наверное, скорее всего. Да и не приветствовалось это Да, в да, связи это- с установками нашей большой и Но руководящей. что касается фольклора, вот, допустим, мы их активно развивали, поддерживали. Я даже помню, что в Батырском районе райком комсомола впервые начал проводить верховые скачки. В какой-то степени, видимо, гонителями это уже было не наше время. Понятно. Это пришли уже во время перестройки, 84-85 год. Ясно. Вот у русских принято под Старый Новый год, в общем-то, гадать. Вы только что видели это в сюжете. Там, кидать сапожки, идти в баню, разглядывать суженого. Правда, не знаю, какого суженого можно в бане рассмотреть. Но вот такие традиции есть в Чувашии? Ну, да, конечно, значит, встреча Нового года. Ну, тут я помню свое детство, мы тоже Старый Новый год, наверное, даже больше ждали, чем Новый год. Потому что были такие интересные, значит, обряды. Первый, я помню, мы ходили, значит, как говорится, табунами вечером, стучали в окно и спрашивали, как будут звать мою жену. Будущее. И обычно называли имя самой старой женщины в деревне. Шутка. Вам называли, нет? Я не помню. Уже не помните? Не помню. А потом уже на второй вечер, да, или, значит, где-то 2-3 дня вот так мы бегали, а потом мы еще переодевались в старые тулупы, наизнанку их выворачивали, какие-то маски одевали, палки и ходили пугать, как говорят. Пугали людей. Да. Ясно. Олег, у вас сейчас есть шикарная возможность исполнить кусочек новогодней песни на чувашском языке для наших зрителей. Вот что вы тогда пели? Ну, здесь я помню, это всегда осталось в памяти. Правда, у меня ни слуха, ни голоса. Ничего но страшного. Постараюсь сделать скидку. Давайте. Пирен чорош, пи декабр, симес чеп, епизем. Шен julgаже савонатпор эбир печек аджазем. Несколько слов для меня были знакомы, потому что, как-никак, мы все живем в Чувашии, надо чувашский язык знать. Я понял, что это что-то связанное с детьми, да? Да, значит, наша елка очень красивая, и у нее очень зеленые иголки, а в новогоднюю ночь мы, маленькие дети, радуемся. Хорошо. Олег, представьте, что у вас есть такая сейчас возможность в канун Старого Нового года что-то кардинально изменить в своей жизни. С чего бы начали? Или не стали бы ничего? Не стал бы я ничего менять, я в какой-то степени, наверное, фаталист. Все предопределено, Мгм. И и все, что не случилось, все к лучшему.
Ясно. Вот под Новый год, вот я еще раз говорю, что принято гадать, это заглядывать в свое будущее для того, чтобы знать, где, ну, помните такую пословицу, что знал бы, где упадешь, соломки подстрелил. Вот люди пытаются заглянуть в будущее. Кстати, это не всегда оправдано и не всегда несет при себе положительную энергию и положительный заряд. Вот чтобы такого не случалось, наша рубрика «Здорово живешь, здорово живешь» вместе с Лилией Анисимовой дают вам такие советы. Прислушайтесь к ним и обязательно, если что-то успеете записать, запишите. Если не успеваете, смотрите внимательно и запоминайте. Попытка предугадать будущее живет столько же, сколько существует человек разумный. Считается, что вопрос у гадающего возникает потому, что в его подсознании уже есть ответ. Только он не в состоянии его понять. Здесь на помощь приходят символы или гадатель. Но в том, что ответ прочитан правильно, никто гарантий не дает. Так что гадаем все мы на свой страх и риск. Причем, нагадав себе неприятность, мы готовы в нее поверить, а в результате теряем сон и аппетит. Ох, я и спать не могу, я и жрать не могу. Есть парапсихологические дисциплины, гадание можно отнести к этой области. Поэтому вообще стопроцентно серьезно относиться к гаданию, наверное, нельзя. Профессиональные гадалки, профессиональные, скажем так, бабки, которые знакомы, пусть даже немножко с психологией, они никогда не будут нагадывать что-то плохое, видя, какой человек сидит перед ними, да? Но если уж вы попались к такому специалисту, в кавычках, да, который вам нагадал что-то плохое, то, безусловно, нельзя воспринимать это в буквальном смысле. На святочной неделе заглянуть в будущее хочется всем, но доверять любому, кто хочет вам погадать, не стоит. У каждого человека есть судьба, у каждой страны есть судьба, у каждой общественной группы есть своя судьба, да? С помощью гадания можно определить, просто увидеть это все. Не надо доверять каждому человеку гадать. Так же, как не каждому человеку надо доверять свою руку. Опасно, допустим, гадать у цыганок. Есть определенные техники, когда гадалка может забрать вашу судьбу. Это из области магии уже идет, да, знания такие. Если вы твердо решили приоткрыть завесу тайны, первый совет – настраивайтесь на лучшее. Ведь там, где оптимист увидит мешок с деньгами, пессимист может углядеть могильный холм. Впрочем, даже в этом случае дело поправимо. Вот, если вы все-таки сомневаетесь в результатах этого гадания, то, может быть, лучше обратиться к специалисту в этой области, чтобы он объяснил, допустим, к психотерапевту или к психологу, чтобы он объяснил, что такое гадание, откуда берутся вот эти гадальщики, скажем так, да, или бабки, так сказать. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы снять негативное воздействие гадания. Вот, для того, чтобы действительно проблемы человека были рассмотрены в профессиональной плоскости. Волшебство новогодней ночи еще не исчерпано. Сегодня его встречает по старому стилю. Хотите погадать на суженого ряженого? А может, надо просто оглянуться? А? Это жених мой, Иванушка. А? У нас сегодня в гостях Олег Цыпленков, предводитель местной молодежи. Вот сегодня, Олег, вы принесли с собой флаг. Что это за флаг? Давайте покажем вместе телезрителям нашим. Развернем его. Ну, это флаг, меня просили принести, это флаг повернем сюда. Союза чувашской молодежи «Сувар». Угу. Видите, значит, красно-желтый цвет, это национальный цвет Чувашской республики. А что это? Сурбан. Внутри вы видите два квадрата, восьмиконечная звезда. Так. Это, значит, символ солнца. А также, значит, один квадрат – это один мир, в котором мы живем. Следующий квадрат – следующий мир, куда попадет наша душа. Вот она. То есть это в какой-то степени напоминание человеку о том, что ты должен жить так, и помни о том, что твоя душа попадет в следующий мир. Если ты будешь творить зло, то тебе придется ответ держать. Дай Бог нам всем хороший мир попасть. Но внутри графическое, значит, такое изображение в виде национального орнамента цветок. Этот цветок мы назвали сеспель, подснежник, чтобы подчеркнуть, что одним из наших идеологов является сеспель-миши. Нижний ромб – это корень цветка, олицетворяет, что мы связаны с народом, с культурой, с историей, традицией.
2 листочка, это значит юноши и девушки. Угу. Это значит бутон, будущий цветок. То есть связь с будущее прошлым, семья. настоящая устремленность в будущее. Смотри, какая хорошая стилизация. Да. Вот теперь можно точно быть уверенным, что мы знаем, какой флаг есть у нашей чувашской молодежи. Олег, вам предстоит ответить на вопросы наших телезрителей, как мы это вам и обещали в самом начале. И выбирайте лучший. Начинаем и отвечаем коротко. На какой голливудской звезде вы бы женились? Не на одной. Ясно. Ваша первая шутка после встречи Нового года. Этого Нового года. Да, наверное. Не помню уже. Ясно. Вы суеверный человек? Да. Ваши дети на вас похожи? Похожи. Интересный вопрос, почему так это спрашивают. Так, правда ли, что вы увлекаетесь верховой ездой? Ну, это я не увлекаюсь верховой ездой. Это, видимо, в связи с тем, что я являюсь спонсором по верховой скачке. Вот это оно. всё. Хорошо. Не тяжело ли за все отвечать самому? Это вас спрашивает Яна. Тяжело. Тяжело, понятно. Приходилось ли во время проводов зимы сжигать чучело зимы? Где это происходило? Приходилось, это, по-моему, в школе мы сжигали. Какое впечатление осталось со дня свадьбы, вашей собственной свадьбы? Хорошее. Вы когда-нибудь гадали? Я сам не гадал. Сами не гадали? Мне гадали. Понятно. Самый смешной случай на Новый год? Что происходило самого смешного? По-моему, всегда было весело, смешно. Ну, трудно вспомнить какой-нибудь случай, чтобы... Хорошо, выбирайте лучший из этих вопросов. Какой вам понравился больше всего? Ну, наверное, что мне запомнилось после свадьбы. Что запомнилось после свадьбы, да? Так, и вот я его и как раз и потерял, вот эту свадьбу. Что ж и такое? Так. Ну, в общем, человек, который задал вопрос про свадьбу, вот как раз остались от свадьбы. И почему-то у меня нет ничего сведений о вас. Вот этот билет в Театр оперы и балета уже ваш. И на 2 лица сходите на Сирь, вы получите самые незабываемые впечатления. Ну, а мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Василия Михайловича Цыпленкова за интересные ответы на наши вопросы. Спасибо, что пришли к нам и рассказали и о Союзе молодежи Чувашии, и обо всем, что с ним связано. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Ну, а я обращаю ваше внимание на то, чтобы вы сегодня обязательно посмотрели выпуск программы «Самое ночное время». Будем говорить о сексуальной магии. Я еще раз поздравляю вас с наступающим Старым Новым годом и надеюсь, что завтра мы встретимся опять после сегодняшних тостов. Не забывайте, мы выходим в эфир ровно в 19:30. Счастливого вам Нового года. Пока.